Друзья, людей очень много, снимать не получается. Ну что смогу, я для вас сниму. Сейчас у нас 11:20. Сегодня приехала пораньше. Кое-что из одежды вам покажу. А так долго снимать не буду. Такая теплая маечная ткань хорошая. Друзья, конечно, отвлекаюсь. Мне же надо посмотреть вещи. В общем, вчера я приехала почти к 2 часам и прошлась по этому ряду, который у нас называется Кишка. Так, тут стеганки. Стеганок у меня полный шифонер. И половина уже маленькие. На Беркуте надо, чтобы тебя никуда не столкнули, не упасть, не свалиться. Ну и поснимать. Пока еще народу мало, а вчера была толпа. Ну, кто знает, вот этот ряд напротив 111 называется Кишка. Там я до середины прошлась, кое-что так слегка померила. Эти пошитые вещи тоже мне нравятся. Трикотин, как раньше была ткань. Ага. Потом посмотрю. В общем, домашние платьюшки я могу найти. В общем, на чем я остановилась? У меня 25 минут. Что-то снять смогу. Хоть и сумбурно получится. Женщина бедная с костылем, как моя мама. В общем, как всегда, хозяйки нету и большого размера тоже нету, по всей видимости. На рынке тяжело снимать, когда много людей. Это где-то в России можно везде все снимать, а наши не любят, чтобы снимали. Я тоже. Да, нашел, да, замбил. Колготки. Ничего себе цены. Ой, кошмар. Я последний раз покупала по 150, по 170 они были. Но я, как всегда, много наберу. И на 100 лет вперед. Но сегодня я успею. Вчера я почти к 2 приехала. Эти 2 часа быстро пролетели. Сейчас свернем сюда. Посмотрю тот ряд, на котором я вчера не была. Пока что дупадан, да, садик Галбхастан. Смотрите, и женский товар, и мужской товар, и техника, и духи, как всегда, на каждом шагу. Лимончики в этом году мне нравятся с тонкой кожурой. Так, в общем, все как всегда. На меня размеров нету. Или совсем такие оверсайсы. А? Элка Мичмегарерсон. 100 лет назад мне Элка подошла бы. У меня обычно проблема или с длиной рукава. Люди носят 3/4. Ой, сейчас. А на мне даже длинный рукав часто бывает на 3/4. Вчера пару часов походила, так устала, бок разболелся. Так, тут тоже эти трикотиновые платьишки. В общем, если где-то что-то появляется, то это везде уже. А тут у нас и продукты, и одежда, все вместе. Так, группа туристов пошла. Туристы каждый день приезжают. Здесь посуды много красивой. Но заходить не буду. Время, чтобы не тратить.
На чем мы остановились? Знаете, что я вчера не нашла? По-моему, и не привозят их. Джинсовые длинные юбки. Раньше я всегда покупала рыбки. Они не шли. Я тогда стройняшка была. Вот. Очень много этой посуды. На любой вкус и цвет. Здесь сухофрукты. Единственное, что у нас плохо в Чечне. Ой, какая ткань мягкая. Нигде не будет цен. Ни на продукты, ни на одежду. Все надо спрашивать. Посмотрите, какие широкие, удобные платья. Ткань, не могу передать, очень мягкая. Не знаю, как называется даже. И не трикотин, как толстая супра. Обувь какая-то недорогая. Наверное, маленькие размеры остались, я думаю. Здесь я всегда брала клеенку у марки. Но тоже сейчас не буду акцентировать внимание. С одной стороны, хорошо, что я вчера приехала и присмотрела. Толком не померила, было холодно. То длина короткая, то рукава короткие. Честно сказать, я длинные вещи вообще не люблю. Пакетики прикольные. Длинные вещи я люблю носить летом. Удобно, чтобы все развивалось так красиво. А осенью под длинную стеганку я люблю короткие вещи. Но при этом сегодня одела длинный наряд. Надела. Одеть Надежду. 120 рублей семеринка. И сейчас я не буду брать, сейчас мне надо вещи посмотреть еще. Так, тут товар привезли. В общем, наверное, я пойду туда, в этот первый ряд, где я мерила у одной женщины. Ну как мерила? Сверху на платье накинула. И все. На чем я остановилась? Да, пословицу вспомнила. Одеть надежду, надеть одежду. Правила русского языка. Ну, иногда бывает не по правилам разговариваем, ничего страшного. Видно вам что-нибудь? Когда иностранцы, кто-то приезжает, они же всех подряд снимают. Они же не знают, что у нас народ не любит сниматься. Посмотрите. В общем, все платьишки, которые мне нравятся, их только дома носить. На улице я такое не люблю носить. Наверное, после обеда опять будет тут толпа. Раньше вот был мой самый любимый цвет. И такой болотный, и старо-розовый. А сейчас мне еще голубой нравится. Вот тут что-то интересное. Пижамки, по-моему. Вчера, по-моему, было намного холоднее, чем сегодня. Я еще хотела тапочки посмотреть для мамы. Да, вчера было холоднее. Много народа и быстро потемнело. Эдикта. А ты холодно.
Первую попытку совершила, хорошо, что вспомнила. Большие тапочки закрытые. Ну, для гостей и для мамы, когда она на носочек одевает, на шерстяной. Эти все неудобные бывают. Друзья, свернула не на тот ряд, но как раз вспомнила про тапочки. Купила и оставила у этой женщины, чтобы не тащить. Вот такие нежные, да? Для подростков. Так. Потом в конце пойду к Милане, к двоюродной сестре. У нее тоже магазин женской одежды. Но обычно там все бывает на подростков, маломерки. Редко, когда большие размеры. Хотя из Турции привозят, из Пятигорска. В общем, тут тоже есть одежда. Или тут в основном продукты, по-моему. Не знаю, стоит идти туда или не стоит. Сейчас покажу вам цены. Алмагарт я пока посмотрю просто. Ирсфил. Бебяртки долхов. Посмотрите, какие маленькие прикольные мандаринчики. 400 рублей. Это какой-то сорт, да? Да, называется бэби. Бэби? Я ее бэбикш. А клубника поскольку? 50. А сейчас и зимой можно фрукты купить, да? Что можно сейчас? Михалю. Семерин кхер, бутахаш. И поскольку бы. Друзья, я извиняюсь, периодически отключаюсь, периодически мне звонят с поздравлениями. Ой, дев, посмотрите, какие лапочки. Туда махал. Просто прелесть. Посуду тоже не буду заходить смотреть. Вообще хотела снять прямой эфир, чтобы память не занимать. Ну тут такая связь бывает. Или это у всех, или это у меня. Девочки, новинки на вас разные. Пальто с легонькой красивые есть. Спасибо. Девочек новинки. Полных 3 шифонера. Только девочкам надо худеть. К сожалению. А желания худеть нет. Вернее, желание есть, но действий нету. Люблю джинсовые юбки, но где не посмотрю, или маленькие размеры, или такие прямые фасоны. Тут плохо, что и одежда, и еда, все в одном ряду. Это, честно сказать, не очень удобно. Смотрите на вид. Прямо с рынка видно высокие новостройки. Пока людей нету, поснимаю. В общем, друзья, я, наверное, отключаюсь. Ой, рыбку еще хотела. Некоторые продавцы остались те же. Раньше же я часто бывала на Беркуте. После работы ехала и через Беркут. Вот какие джинсовые юбки. Мне такие не нравятся. Мне нравятся, которые раньше были модные. Ну, типа чуть-чуть
трапеция или рыбка. Ну что делать? Мода меняется, а я люблю классику. Так, сворачиваем обратно. И там же, где я вчера мерила вещи. Ну, я на одежду мерила вчера, а сегодня удобно оделась, чтобы можно было нормально померить. С одной стороны, хорошо, что я присмотрела себе вчера кое-что. Раньше мне все подходило. И в Хасавюрт ездила лет 5, 6, 7 назад. Все, что на подростков подходит, для меня подходило. Лишь бы рост, рукава, длина, лишь бы подходили. Стройняшка. А сейчас мне подходит то, что на пожилых подходит, а фасоны мне не нравятся такие. Вот здесь надо у знакомой халатики домашние посмотреть. Вот она. Как всегда, мой любимый старо-розовый цвет. Раньше мне казалось, что он мне идет, а теперь кажется, что нет. Я слишком белая, и кожа бывает быстро краснеет, и все сливаюсь с розовым. Вообще неприятно. Девочки, я вышла чуть-чуть с рынка, мне прям плохо стало. В общем, очень неприятная новость. Подошла к женщине, у которой я много лет халаты покупала себе, маме. Бесподобная женщина. А ее напарница говорит: я моя циз. Ухылацан бахас. Машанбе яхина бах. Всегда веселая, всегда жизнерадостная. Я с ней здесь познакомилась. Она мне всегда давала все размеры домой, чтобы мамаш капризная, что ей подойдет, что мне подойдет, чтобы я дома спокойно померила. Деньги сразу не брала. Я говорю: вдруг я пропаду. Да никуда ты не пропадешь, я людей знаю, Оля. В общем, 16 ноября ее убили. Пораньше поехала домой с маршрутки, когда выходила. Машанка приехала к Мадовкам. Пошла, чтобы чуть-чуть успокоиться. На меня люди глазеют. Сама с собой разговариваю. Говорят, в этой маршрутке даже соседки, кто с ней рядом ехала, платье подарила Сахан. И летом Сахан там дарила своим напарницам всем. Вот такие нехорошие новости. Ладно, друзья, больше снимать сегодня не буду, наверное. Приду, куплю что-нибудь. Это тот ряд, где я вчера была. И поеду домой. Еще раз всем привет, друзья. Я Виктория Массира. Чуть-чуть поснимаю для вас вторую часть. Кое-что купила, кое-где оставила. Скоро поеду домой. Потом вечером все вам покажу и расскажу. Я вообще сегодня не выходить не собиралась, ничего. Ну, захотела сама себе обновки купить. Не очень хорошо у меня это получается. Ищу, мама Стелла. Мне сколько раз говорили: что ты своих кошек, котов не отвезешь на Беркут. Там такие полненькие котики, их все кормят. Я говорю: грех, не хочу на душу брать.
сколько смогу, буду сама кормить. Дома столько у меня велюровых новых халатов. А я ношу один старый, розовый, широкий. Когда-то покупала во Владикавказе для мамы. И он был большой, и сама стала его носить. Но с ним ничего не случается за столько лет вообще. Думала, может, вязаную кофту с юбкой купить под стёганку. Но так я не люблю этот стиль. Настолько это все не мое, девочки. Я прям не знаю. Была бы моя воля, я бы носила только джинсы. Одни широкие джинсы, одни классические. Вот люблю я вот такой цвет. Девочки, купила еще ламы с Гуччи. Одно платье, а 2 халата. Мама хотела халаты, в прошлый раз их не было. Ну, осенью, когда я смотрела. Не дешево, конечно, но если кто-то захочет, пишите. Отправлю вам по почте. У нас бывают готовые привозные. Бывает, что шьют со всякими оборочками. А это просто широкие платья. Лучше сейчас подойду к одной женщине. Вчера платье хотела купить. Потом пойду к двоюродной сестре, зайду и поеду домой. Как мне сказали, что Аянта умерла вообще. Настроения никакого нет. Там купила, оставила у знакомой. Здесь купила, оставила у знакомой. В общем, когда буду ехать домой, придется все свои пакеты собирать. Хорошо, хоть вещи не тяжелые бывают. Вчера у знакомой взяла семеринку домашнюю. Мелкая, но очень сочная и вкусная была. Сорт яблок была, вернее. Ну, семеринка, она, короче, яблоки, они, думаю, что маме понравились. Но, кажется, вчера последнюю я забрала. Она, правда, и говорила, что больше не будет, а я не хотела пакеты тащить. В итоге купила, поехала домой. Тетя меня встретила и помогла занести пакеты. У нас на Беркуте остановка удобно рядом. А домой, когда я еду, еще от остановки идти надо. Не очень удобно бывает. В общем, у меня тут 1 минутка осталась. Если кому-то интересно, что творится на Беркуте, смотрите, пользуясь случаем. Девочки, если кому-то что-то понравилось из вещей, делайте скриншот, присылайте на WhatsApp. Я отправлю вам по почте. Посуду я, правда, боюсь. Люди отправляют. Мне что-то страшно. Почти до конца рынка дошла. Но сегодня хоть не так холодно. Ой, какой красивый цвет. Просто прелесть. Серо-голубой, синий. Такие цвета мне нравятся. Вот у меня шарфик. Тоже нежный цвет. Видите, уже народа много появляется. Я сегодня рано приехала. Повезло мне.
Ну, уже меня напрягает толпа. А после обеда будет вообще ужас. Лама с кучами на любой цвет и вкус. Просто прелесть. Пишите, если что-то понравилось. Наши грузовички. Ой. Пс-пс-пс. Рыжий котик. Уже солнышко выглянуло, ура! Я почти дошла. Гусь.